Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Самые-самые интереснейшие памятники – это, значит, архиерейская дача. Там загородная дача или резиденция в 18-19 веках казанских архиепископов. А до этого там изучено городище, скорее всего, золотоордынского времени на архиерейской даче. Это знаете где? Да. Примерно. Хорошо. Там в 19 веке обнаружено два надгробных камня. Алтынбертек, девушки, княжны, скорее всего, 1297-98 годов. Вот это. То есть конец 13 века, золотоордынское время. И еще один надгробный памятник второй половины, скорее всего, 14 века. Там даты нет, но по особенностям эпиграфики датирует специалисты вот этим временем, вторая половина 14 века. Потом очень интересный памятник, изученный еще в конце 19 века. Это, по-моему, Верхний Кабан Борисского. Борисковский могильник, Марийский могильник древних Марий 9-11 веков. 9-11 веков. Еще один интереснейший памятник, который мы исследовали в 2001-2002 годах, это на территории главного здания университета. На территории главного здания университета. Палеолит. Мы там нашли, конечно, слои Казанского ханства, золотоордынского времени, две монеты 14 века, но самый ранний памятник эпохи мезолита или древние находки эпохи палеолита. То бишь это примерно 10-12 тысяч лет тому назад. Эпоха древнего камня. И другие. Среди них, конечно, вот Казанский Кремль. Казанский Кремль практически был не исследован до 20 века. В 19 веке кое-какие были наблюдения, но эти наблюдения, мы имеем сведения, но результатов нет. Никаких находок, ничего не сохранилось. В начале 20-х годов основатель Казанской археологической школы Николай Филиппович Калинин, молодой тогда, в 20-х годах, он собирал просто подъемный материал, который валялся прямо тогда, когда велись строительные работы. Вот. Потом он копал в 29 году, где-то в конце 40-х годах, здесь в районе башни Сюембеки, в районе собора, Благовещенского собора. Обнаружил интересные находки, но он, несмотря на то, что в его раскопках имелись довольно ранние находки, до монгольского времени даже, он датировал все это периодом Казанского ханства. Его материалы сохранились в Национальном музее, в фондохранилище. Сейчас мы можем определить уже керамика, в основном, основной материал – это керамика для датировки. Керамика тогда плохо была изучена, поэтому он просто не смог выделить вот домонгольские материалы и золотоордынские материалы. Потом, знаете, очень интересные раскопки, но незавершенные, Альфреда Хасановича Халикова, моего учителя. Это начало 70-х годов. Вначале он копал за пределами стен. Его не пускали тогда. В 1974 году его отпустили, и во дворе теперешней вот резиденции президента, Раис, что-то мне не нравится это слово, резиденция президента. Вот тогда там он копал и впервые в 1974 году обнаружил объекты, хозяйственные ямы и плюс керамику, горшок целый до монгольского времени.
А у него были кое-какие материалы, которые датировались из прежних раскопок, из его раскопок, датировались до монгольским временем. Потом он работал в сквере перед Благовещенским собором, там тоже вот эти домонгольские материалы продолжались. Потом интересное открытие мавзолея казанских ханов. Вот. И все. На этом потом он открыл тоже в сквере перед Благовещенским собором следы каменной стены, первоначальной, самой ранней каменной стены XII века. XII века. Обратите внимание, в ханское время стены были деревянные, а до монгольское время вот он обнаружил, потом мы уже в более позднее время продолжили вот эти раскопки. Но мечта Халикова провести 800-летие не сбылась, потому что, в общем-то, правильно сказали в Москве, когда вот шло это обсуждение, материалов пока маловато. Потому что, как он начал раскопки, ему историки говорили, он сам знал, наверное, казанская история, есть такой источник, у нас такая книга, ее написал неизвестный автор в 1556-56 годах, по-моему. Вот. Он жил здесь как пленник, вы знаете это, в общем-то, в Казани около 20 лет, собирал материал, вот написал эту книгу, там была дата. Казань основана в 1177 году. И вот Альфред Хасанович не успел вот эту дату подтвердить археологически, хотя желание было большое. Не успел, потому что копал мало. Я так считаю. Потом, ведь раз перед тобой дата, конечно, хочется все, даже ранние находки, вот подвести под эту дату. Вот потом у него еще, я потом это заметил, он работал практически один. Не привлекал к этой работе специалистов из Москвы, допустим, из Петербурга, других специалистов. Поэтому вот такой конец. Потом уже вот перестройка, слава богу, здесь начались ремонтные работы. В этой части ведь находилась войсковая часть. Вот. Убрали эту войсковую часть, она ведь занимала примерно третью часть Кремля. Третью часть территории Кремля. Убрали, после них остались четырехэтажные казармы, вы помните, да, санчасть, какие-то другие помещения. Вот их убрали, и, конечно, надо было привести божеский вид Казанский Кремль. Начались строительные работы, ремонтные работы, и тут Альфред Хасанович еще был жив. Это был 93-й год. 93-й год. Он заложил в раскоп только. В 94 году начал, и в июле он умер. 65 всего ему было. И потом вот наша экспедиция, уже более такая мощная, начала работать в Казанском Кремле в 1994 году. Сейчас о кратких результатах. Ну, самый основной результат уже знаете, тысячелетие Казани. А какие наши раскопки? Для вас это интересно будет, мне кажется. Вот здесь, где мы стоим, проходила стена Казани ханского времени. Дальше вот эта территория, этот двор уже русского времени. Мы там тоже копали, Преображенский собор в таком состоянии, в развалинах, а сейчас более-менее уже подремонтировали, до фундамента мы исследовали по периметру, и плюс еще погост, что ли, ну, погребение в склепах. Вот эту часть многие восприняли как русскую территорию, хотели какие-то там надписи, вот эти памятные знаки поставить, но мы обнаружили буквально
с этой стороны Спасской башни кладбище ханского времени. Ханского времени. То есть там территория была обжита уже, освоена, но таких вот построек мы не нашли ханского времени, хозяйственных построек, жилых построек, но кладбище было. А здесь довольно широкий у нас раскоп был, Преображенский собор, башня Преображенская. Там была, на этом месте в ханское время стояла башня ханского времени. Исследовали ров широкий и остатки стены, южной стены ханского времени. А потом уже в русское время, после 1552 года, Кремль расширился, территория расширилась. Это начали работать псковские мастера, приглашенные в 1555 году. Начали эти уже каменные стены возводить. Пошли дальше. На территории Казанского Кремля было 13 церквей. Одна из них вот Спасская башня на втором этаже. Вот, другая вот Преображенский собор, церковь Никола Ратного. Два монастыря было. Вот один монастырь, значит, Спасо-Преображенский, и другой монастырь территорию занимал, довольно большую территорию, но все сооружения были деревянные. Поэтому в XVIII веке, по-моему, он был уничтожен, сожжен. Как сожжен? Ну, случайный пожар случился, да? Как мы это узнали, археологи, я более письменными источниками не интересовался. Поэтому для меня это было тоже открытие какое-то, вот остатки вот этого монастыря, монастырского сооружения. Здесь огромная церковь, обязательно при церкви погост, то есть кладбище. Вот это кладбище было обнаружено случайно, когда начали планировать вот эту мечеть. Нашли не мы, а строители. Мы не думали даже о том, что здесь могло быть кладбище. Грунт с черепами вывозили на Казанку. Летом, то есть ближе уже к весне, ребята там играли в футбол с черепами и подняли шум. Молодцы журналисты. Потом мы начали копать уже. Практически до... Эта мечеть сидит на кладбище, но кладбище полностью нами исследовано. Естественно, были обнаружены сооружения 17-18 веков, русского времени в основном, но есть, конечно, находки ханского времени. Жилища, хозяйственные сооружения и соответствующие находки, предметы материальной культуры. Вот такая... От Казанского ханства сохранилось интересное сооружение здесь, на этом месте. Мы хотели даже сохранить как-то вот небольшое сооружение деревянное. Где-то 4-5 венцов даже сохранилось вот здесь. Шаймиев, когда посмотрел, мы его пригласили, говорит, обязательно надо оставить, мы отреставрируем, но исчезло. Не сочли нужным восстановить мусор, да. Но это была небольшое сооружение, скорее всего, баня. Так мы считали. Сооружение где-то конца ханского времени, начала русского времени. Мы пока определили это, все-таки тянет ведь меня, понимаете, к ханскому времени, да. Материалы пока не опубликованы, к счастью. Там есть материалы и ханского времени, керамика, и русского времени. Видимо, я не знаю, да, но баня могла существовать. Будем считать вот так пока. Вы будете, русские, считать эту баню своей, а мы своей. Пошли дальше. Нам очень хотелось найти следы более ранней стены. Стена все-таки
Но эта стена где-то 19 века, будем считать. Во многих местах это современные даже. Стены каменной или кирпичной периода Казанского ханства нет. Мы не обнаружили. Я потом покажу следы более ранние следы с той стороны. Самая древняя часть Казанского Кремля. Древняя часть Казанского Кремля. Вот где вот эти, не знаю, как называются, деревья растут, да, между этими вот башнями, был заложен раскоп Альфредом Хасановичем Халиковым в 1994 году. Правда, в 1993 году заложили, но практически не копали. Начали копать в 1994 году, он умер. С июля я начал работать. Я вообще не хотел здесь работать, потому что очень неспокойно здесь. Народу много, мешает копать. Ничего интересного для меня не было, одни камни. Но вот мы дошли до 5-го слоя. Я говорил, это домонгольский слой. Да? И сразу я занимался, в общем, всю жизнь домонгольской археологией, булгарской археологией. Ну, знакомые вещи, знакомая керамика. Ну, потеплело здесь, конечно. И все равно датируется ведь домонгольская керамика просто домонгольским временем. То есть в X веке такая керамика есть, в XI, XII и начале XIII века, до золотоордынского времени. Но в конце завершения уже экспедиции, вот 1994 года, мне принесли несколько фрагментов керамики, 4-5 небольших. Я сразу опознал X век. X, начало XI. В XI веке, в начале XI века, эта керамика вообще исчезает. Это так называемая салтово-майская керамика. Ранние булгары, когда жили еще на Дону, они выделывали вот такую керамику, изготавливали. И потом в X веке, когда уже первые города, первые поселения у нас возникали в X веке, их достаточно много, вот в Беляре. Вот это лепная керамика с орнаментом волнистым, таким с рифлением тулова, горшковидная. И даже за пределами вот этой ограды, вот эти места были исследованы. Здесь было много деревьев, таких вековых, так сказать, мы их срубили, нам разрешили, слава богу. Вот. Очень интересное место. Вот здесь самые яркие находки были обнаружены и периода домонгольского времени и более позднего времени. Обратите внимание, вот идет стена. Это самая древняя каменная стена XII века. Она лежит на остатках более ранней стены, уже деревянной. Следы вала очень хорошо выявлены. Это рубеж X-XI веков. X-XI веков. Самые-самые ранние следы стены. А это уже в XII веке. Альфред Хасанович еще говорил, XII век – тревожное время для Волжской Булгарии, потому что начинается борьба за Великий Волжский путь. Русские продвигаются сюда, вот, в 1164 году, в 1183 году еще несколько таких вот войн было между булгарами и русскими. Вот в это время и как раз появляется вот эта каменная стена. Следы каменной стены были обнаружены еще вот по краю холма и там дальше. В общем, вот эта стена окружала территорию около 6 гектаров. То есть вот первоначально Казань занимала 6 гектаров. 6 гектаров всего. Площадь современного Кремля где-то 12 гектаров, да, чуть больше, по-моему. Где-то так. Ну, где-то половина Кремля. Вот это Казань, древняя Казань. Но, правда, еще были, вот, я помню, когда мы же проводили в конце 90-х годов ежегодно международные конференции вот по этим вопросам. Копаем летом, пишем отчет зимой, а в следующем году, так сказать, уже перед началом экспедиции у нас конференции. Кстати, мы из 22 стран приглашали специалистов. Вот.
потому что уже ведь запахло тысячелетием, да, нам очень хотелось, чтобы и было тысячелетие, но чтобы потом не было споров, чтобы было единогласно археологами, специалистами утверждена вот эта дата. Эта дата. Тогда, значит, мы копаем только в Кремле. Один у нас академик Седов Валентин Васильевич из Москвы говорит: вы почему тут только в Кремле копаете? Кремль – это часть города только. Основной ведь народ, основные ремесленники, допустим, простой народ жил за пределом Кремля, копайте там. И мы начали копать уже за пределом, где сейчас вот здесь церковь, потом Министерство сельского хозяйства, да, там здание, вот там копали. Там очень удачно он приехал, не случайно, наверное, просто Седов. Мы завершали уже раскоп, он взял лопату, он сам начал копать и нашел фрагмент керамики, болгарский, да монгольский. Все, говорит, у меня больше вопросов нет. Казани действительно 1000 лет. Потому что домонгольская керамика красная. Салтово-Марскую керамику? А? Салтово-Марскую? Нет. Нет, такую красно-глиняную гончарную керамику. Я говорю, как вы определили это? А я, говорю, археологическую практику проходил в Болгаре со Смирновым, оказывается. Вот поэтому так быстро определили. Слава Богу, я говорю, Бог есть все-таки. Таким образом, вот. Значит, вот здесь, на этом месте, в общем, вот эта территория была занята мечетью Кул-Шарифа. Мечеть Кул-Шарифа. Правда, мы уже разочарование возникло, когда начали копать, нашли здание, действительно кирпичное здание, вот, и там опять вот это, как ванна, 2 ванны даже, из кирпича сложенная, но по всем данным 18 века. 18 века. Мы не знали, приглашали специалистов, что за ванны, что это за здание. Потом определили все-таки, какие-то всплески меди нашли, следы, в общем, медиплавильные, что ли. Маленькие колокольчики медные делали здесь, вот на этом месте. Потом, ну, раскоп еще не завершен, но мы уже так раз, не на этом месте, в другом месте надо искать эту мечеть. И вдруг под кирпичным зданием каменное здание пошло. Развалины каменного здания. На кыблу смотрит, но, к сожалению, изучена только часть, потому что уходит туда, уходит сюда, и практически вот эта часть вообще разрушена была, потому что когда строили в 1841 году это здание, раньше там какое здание было? Министерство просвещения, по-моему. Министерство просвещения, здесь вот Министерство здравоохранения. Вот, когда это здание строили, архиерейский дом. Ага, архиерейский дом. Они разобрали вот это здание. То есть камни древней мечети, мечети Кул-Шарифа. Но от следы остались, то есть от стены остались следы. Под фундаментом такие кругляшки, маленькие ямочки частокольные. Вот эти столбики вбивали в грунт, чтобы грунт был более твердым, укрепляли грунт таким образом под фундамент. Эта система идет с домонгольского времени, и у нас болгары, и русские тоже таким образом вот, сооружали под фундамент обязательно вот эти частокольные, частокол типа, не частокол, уже такие столбики. Вот. Таким образом мы определили примерно периметр 20 на 21, что ли, определили. И камни, вот на этом месте следы уже за пределами вот этого здания, кирпичного здания, там стены,
стена, остатки стен мечети Кул-Шарифа была обнаружена. Мы показали все это. Московские, кстати, реставраторы очень заинтересовались, они даже проект нам сделали. Обязательно сохранить надо, пусть часть, вот, чтобы показать туристам. Шаймиев пришел, я не хочу, говорит, превратить Казанский Кремль в Помпей. Вот и все, мы засыпали. Я говорю, хотя поставьте вот столбик и надпись, да, здесь находилась мечеть Кул-Шарифа. Но сейчас я поднимаю вопрос, не знаю, чем кончится. Все-таки надо продолжать раскоп. Вот эти следы обратно надо раскопать и как-то законсервировать, показать. Это же знаменитая мечеть, восьмиглавая, так называемая. Не знаю, сколько там башен было, но хотя бы часть. Все равно мы полностью не откроем. Вот такие здесь были. И потом, когда мы начали копать, кстати, эту мечеть, вот, студенты копают, мы завершаем раскоп, нашли в одном углу клад русских монет. Русских монет до Ивана Грозного. Где-то 1200. Мы продолжили 1200 монет. Вот. Они опубликованы, есть. В основном монеты Василия III, отца Ивана Грозного. Вот. Потом утром пришли, копаем другой угол, опять клад. Там где-то около 800, по-моему. Но сохранилось около 600 монет. Куда-то исчезли. Потом студенты, видимо, сами посчитали. Сейф нам дали. Но все равно как-то куда-то они исчезли. Но основная масса есть, конечно, сохранилась. Вот видите. Это, видимо, ну, сразу понятно, перед завоеванием Казани в 1552 году, видимо, спрятали, и вот до нас дошло. Все монеты хорошей сохранности, прекрасной сохранности, серебряные монеты. А когда здесь вот, в этом углу, да, вот многие не понимают, здесь стена и мечеть. Как они соотносятся? Под мечетью была эта стена. Стену почему-то вот это подняли, это не древние камни, стену подняли немножко, чтобы было видно. Вот. А на самом деле стена была под стенами мечети Кул-Шарифа. А там выше еще одно здание, вот это плавильня, так сказать, здание кирпичное 18 века. Вот. Интересные находки были, конечно. Пошли дальше. Еще одно просто замечание. Ну, ладно, потом. Интересное, самое интересное. Вот здесь первый высокая ель, да? Ель. Там у нас был раскоп 9, где была обнаружена чешская монета. Чешская монета, где-то около 2 метров глубиной. Это монета, не монета, но слишком тонкая она. Потом ведь в самой Чехии нет еще. Самая ранняя чешская монета, и пока единственная до сих пор, вот в Казани. Вот это сенсация. Я никак не... Они сами не могут объяснить это. Иногда они пишут монетообразный предмет. Я часто говорю, это 1000 раз слышали, наверное, из моих уст. По этой монете у нас в Праге состоялся симпозиум международный. По одной монете, потому что там даты нет, написано Civitas Прага на одной стороне, на другой стороне князь Вацлав. Это мы долго ходили, у нас не могли определить, сохранность плохая была, потому что определили в Германии, в Берлине. Вот. Интересная монета.
Потом по этой монете еще пошли исследования, как она появилась, какими путями она проникла сюда. Иржислама, вот, чешский исследователь, историк из Карловского университета, вот, он установил, значит, пражская монета из Киева. Вот этот маршрут Киев-Булгар был исследован Альфредом Хасановичем где-то в 89-92 годах. Вышла даже книга «Путь из Булгара в Киев». Вот. По этому пути, видимо, сюда доставили эту монету. Монета, там крест стоит, крест. Использовали как, там еще дырочка была, как подвеску. Булгары, крест, булгары, я не знаю, как она использовалась. Во всяком случае, монета 929 года. Или 930-го, вот они две даты предложили нам исследователи. То есть эта монета не определяет дату. Дата ведь 1005 год, а это 930 год, более ранее. Потому что год чеканки она, естественно, не попала, более позднее время. Но предположение, 1005 год совершенно условная дата. Условная дата. Конец X века, начало XI века, вот в пределах, где-то в пределах 50 лет даже. Вот в это время Казань возникла. Как она здесь сюда попала, вы сами подбросили, ведь много было таких разговоров, да? Кстати, позапрошлом году, когда копали Свияжск, не Свияжск, а в окрестностях Свияжска, нашли очень интересную монету. Интересная монета 999-1003 года. Вот, определили специалисты. Это монета, скорее, привезенная викингами, варягами. Монета английская, английского короля, сейчас скажу, Этильгерт II Неразумный. Вот такой король правил в это время. При нем чеканенная монета. Вот рубеж X-XI веков. Как могла попасть эта монета туда, все попадали. Это немецкие, датские монеты, они известны не только у нас, но и даже в Пермской области, в Удмуртии. Известны, были торговые связи. Вот. Это не сенсация. Сенсация в том, что она единственная, пока и в Чехии нет самой. Они вообще, конечно, это сенсация для Чехии, поэтому такое внимание.